день, уважаемые ученики, учителя, родители и гости нашего праздника. Мы рады приветствовать вас на торжественной линейке, посвященной великому празднику – Дню Победы. Каждый день, каждая минута приближает нас к знаменательной дате – 77-летию победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Победа над фашистской Германией – это событие, которое вошло в историю страны и даже в историю всей земли. Нас сейчас так много, но присутствуют не все. Здесь нет тех, благодаря кому и состоялась долгожданная победа. Нет участников тех великих и страшных событий. Главное же, о них помнят. И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть далеким дням и событиям. Память о ней должен сохранить каждый. Торжественная линейка, посвященная 77-летию со Дня Победы Великой Отечественной войны, объявляется открытой. На гимн России стоять смирно. Но не имеет конца. И сегодня мы собрались все вместе, чтобы сказать, что мы помним о подвиге нашей страны в годы Великой Отечественной войны. 77 лет уже прошло, но не забыть тех страшных событий. Слово предоставляется учителю истории Якубовой Валиде Алиметовне. Дорогие ребята, дорогие наши учителя, сегодняшнее мероприятие посвящено победе в Великой Отечественной войне. Ровно 77 лет тому назад, 22 июня 1941 года, враг вероломно, не объявив войну, со своими союзниками-сателлитами напал на мирную советскую страну. Целью врага было уничтожение советской страны, советского народа, завоевать ее природные богатства, захватить ее самые плодородные земли. По плану Барбаросса намечено было в кратчайший срок захватить советскую страну до города Москвы и на месте Москвы создать плацдарм для переправки в Европу всех полезных ископаемых, которыми богата была советская страна. Позже Гитлер передумал и решил вместо Москвы сделать водохранилище и написать большую надпись «Здесь была Москва». Но советские люди, советское командование, советское правительство не допустило этого. Решило любой ценой выгнать врага, отвоевать
свою победу, свое счастье жить в мирной, счастливой, свободной стране. Это досталось советскому народу, конечно, очень тяжелой ценой. Только одна битва под Москвой унесла столько жизней, столько молодых людей, которые могли бы жить вместе с нами, которые могли бы продолжить рождать детей, воспитывать их в духе патриотизма, дать им хорошее воспитание, хорошее образование. Но они не достигли этого. Поэтому в назидание я вас прошу, дети, будьте достойны тех погибших людей, будьте достойны памяти наших предков, дедов, прадедов, которые не зря пролили свою кровь, отстояли свою родину ради того, чтобы мы сегодня вот на этой линейке вот так стояли и чтили память наших предков. Цена победы очень тяжела. 27 миллионов погибших людей. Мы не говорим о угнанных молодых людях в Германию, оставшихся там на всю жизнь. Мы не говорим о погибших в Бухенвальде, в Освенциме, в других лагерях смерти. Поэтому, дети, цель нашей линейки – патриотическое воспитание. Будьте достойными патриотами своей Родины. Если нужно, защитите конституционный долг наш с вами. Защита Отечества, защита Родины. И сейчас я хочу два слова сказать насчет военных событий, происходящих на Украине. Поддержите наше правительство, поддержите нашего президента и наших солдат, которые не зря проливают кровь на этих событиях, военных событиях. Дети, будьте достойны, чтобы, подняв голову, всегда вы шли по жизни. Я надеюсь, что наши воспитанники с достоинством и честью будут жить и продолжать традиции героев, погибших в войне. Спасибо. Дорогой ценой досталась нашему народу победа. Почти 4 года, 1418 дней и ночей шла война. Это были годы лишений, горя, тяжелого труда. Разорены города и села, выжжены нивы, оборваны мечты и надежды людей. Вместе с тем, это были годы мужества, беззаветной любви к Родине. Стихотворение ко Дню Победы прочитает учащийся 10 класса. Жди меня, и я вернусь. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня. Выпьют горькое вино, напомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Это грубое слово «война»,
как ругательство или проклятие. А за окнами бродит весна, поправляя красивое платье. Но расстрелы ночами, в упор, и воронки от длинных снарядов помнит этот заброшенный двор и деревня, сгоревшая рядом. Помнит поле, не в силах родить, от железа, убившего землю. И хожу я по полю один, и в кошмары из прошлого верю. Бессмертный полк памяти, победы идет вперед, его могучий строй. Бессмертный полк, в котором наши деды идут дорогой, памятью людской. Бессмертный полк живых и падших дедов, прошедших путь дорогами войны. Бессмертный полк шагнули за победой, ее принес на улицы страны. Бессмертный полк — реальность, небылина, и днем, и ночью, и в мороз, и зной шагал вперед от Бреста до Берлина. Бессмертный полк, ты в памяти живой. Реквием помните, прочитает ученик 6 А класса Буржумов Саид. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной. Каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердце стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою, отправляя в полет, помните. А тех, кто уже никогда не споет, помните. Не плачьте, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже помнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Слово предоставляется заместителю методического центра управления образования Абдуселимовой Венере Ханвердиевне. Hürmetli balaya, hürmetli Ali Txuriye Yuqan школа din коллектив. Зас сифтену бахта управление образования din пата Екатер Шухсугул, Малумар Йиск Анзава, Qi Мярикат Хазурнава, Ки школа din коллектив дис ва аялрис. Сарай Ки, Мадни Кaq Екатер Агал Qunarхой. Qi Тхуз ва Мярикат Көзвирдаз Малум Тирвал, Птқанис Эрит, Исан, Гали Вилин, Яказ, Башнова, Мярика Трикайсадия. Малум Тирвал, Чна, Управление образования Дин, План Дин Бенедалас, Чи школа Ясли Бахчайра, Гзах Мярика Тартхузва и Яказ Талук Арнавай. Канин Мярикатни и школа Дак Элефизвай, Ха и Гали Вилин, Яказ, Башнова, Мярикатия. Хелбета час инал акозва, коллектив хик хазурията, аялри лухузвай чпин ихтилатар. Вири, ик олахри субутарзава, кайкю инал акознай кайдади. Мад сеферда субутарзава, чи аялрин, чи диде бабайрин, чи малимрин, рикелай, садрани, Аллах диидайди, хихтин зехмехталди, галибилин, юг, чи бабайри казан мишнавата. Малум дирвал, чи районда, ахзурни пудвиш, Кастих агапна ватан эхлияр и чахи Давидис фенва. Хаихи абркай вири элкена чпин хазанрал хтанвач. Зат алабда исяхта вири давай са минута садиқиқада акозна и чахи Давида телеф ханвай чи ватан эхлияр рикел хкум.
Чухсагул балаяр, чухсагул школа дин коллектив дис, руководство дис, чазакозва, эхин межи вахтара, и ци дарамат акайдла гюрюнис, ци руководство школы дехуник алакалуяз, и школа лап юлик фенва, район ди школа рикай корта чагай, лугужеда эхин межи вахтара, и алит хурини хон школа дин коллектив в балаяр, лап велик жергейра камар вехезвайди. Кез чухсагул, херчан дин савол хой, ки умирда еке бахтар хой, час мад са сефердани, их дин, даведин, вакияяр, кисмет такой. Сарайкун. Великая Отечественная. В боях за отчий край стояли насмерть все, кто мог держать оружие в руках. Защищали каждую пять земли. Война оставила след почти в каждой семье. Более 20 миллионов своих сыновей и дочерей потеряла наша страна. В руинах оказались 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень. Взорвано, разрушено около 32 тысяч промышленных предприятий. Сколько могил неизвестного солдата в нашей стране? Много. Солдаты погибли за нашу мирную жизнь, за мирную жизнь будущих поколений. И наш долг — помнить об этом, не допускать войны и принесенного ею горя. Песню «Смуглянка» исполнят ученик 6 А класса Буржумов Саид и ученица 4 А класса Халилова Ханум. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зоркие дни встречать. Раскудрявый клен зеленый листвой, я влюбленный, смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Раскудрявый клен зеленый лесной, я влюбленный, смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. А смуглянка, молдаванка, отвечает парню Влад: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Вечера над партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый лес лесной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Раскудрявый клен зеленый лес лесной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. И смуглянка, молдаванка, по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый клен зеленый лист лесной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной.
Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село! Мальчиков безусых не пришло. Раз в селе прислали о войне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал. Кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспомнить. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына. Тот же миг и пронесся материнский крик. Алексей! Алешенька! Сынок! Словно сын ее услышать